Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Диагноз коронавирус подтвержден у 5 человек из 236 протестированных, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19. Отмечается, что заболевшие из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений. Они контактировали с инфицированными гражданами, диагноз которым был подтвержден 22 июля. Все 5 пациентов – бессимптомные носители инфекции. Заболевание у них протекает в легкой форме. Продолжается обследование всех контактных лиц. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 выздоровели и 1 пациент умер. Президент Аслан Бжаня представил коллективу администрации Сухумского и Галского районов новых глав Алхаса Читанава и Константина Пилия, которые были назначены исполняющими обязанности руководителей районов указами президента 21 июля. Президент охарактеризовал Алхаса Читанава как честного человека и профессионала. Я, скажем так, присматривался несколько месяцев. У меня есть достаточно глубокая и объективная информация. Алхас человек честный, с обостренным чувством справедливости. В наших сегодняшних условиях это очень важно. Можете рассчитывать на мою поддержку во всех правильных и законных делах. Аслан Бжаня отметил важность качественного взаимодействия между исполнительной властью и районным собранием. Конечно, без проблем не бывает. Ваша работа будет должным образом анализироваться и соответствующим образом оцениваться. Ну, проблемы, они известны, но мы очень надеемся на то, что вам удастся эти проблемы во многом решить. Район многонациональный. Это очень важно, чтобы в этом районе было соблюдено в том числе и национальное представительство. Задача у нас номер один – это обеспечение правопорядка и законности. Мы будем помогать правоохранительным органам. Алхас Читанава выразил признательность главе государства за оказанное доверие и пообещал сделать все зависящее от него для соблюдения прав и свобод граждан, отметив, что рассчитывает на поддержку коллектива. Хочу обратиться к коллективу, потому что без помощи коллектива работа, реализация мероприятий плана будет невозможна. Времена нас ждут весьма сложные. Оно усугубляется общеизвестными проблемами, так что я рассчитываю на ваше понимание и на вашу поддержку. Представляя нового главу Галского района, президент Аслан Бжаня отметил, что Константин Пилия имеет солидный опыт управленческой деятельности. Долгие годы он был главой Сухумского городского собрания. Мы заинтересованы в том, чтобы в Гальском районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Гальского района. Гал – это неотъемлемая часть Республики Абхазия, и мы постараемся уделить максимально возможное внимание Гальскому району. Аслан Бжаня поблагодарил бывших руководителей Галского района за работу, за их вклад в развитие региона. Со своей стороны Константин Пилия поблагодарил президента за доверие, отметив, что понимает большой объем работы и ответственность, возложенную на него. Смею вас заверить, что весь тот опыт и умения, которые накоплены за 20 лет работы, депутатам нескольких созывов городского собрания, депутатам парламента, будут направлены на решение и улучшение благосостояния граждан, безопасности и экономики района. Константин Пилия подчеркнул актуальность вопросов интеграции жителей Галского района, в частности и студенческой молодежи. Этим вопросам он намерен уделить пристальное внимание. Президент Аслан Бжаня отметил важность взаимодействия исполнительной, законодательной, судебной властей с правоохранительными структурами. Глава государства сообщил о намерении в скором времени открыть в Галском районе общественную приемную президента Абхазии, и жители района будут иметь возможность непосредственно обращаться к президенту со своими вопросами, предложениями и жалобами. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина и советника-посланника посольства Российской Федерации в Абхазии Максима Литвинова. Во встрече принял участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кови. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Абхазией и Россией.
Современная внешняя политика Абхазии и ее пути реализации. Такова была тема встречи, прошедшей в Комитете по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного собрания Абхазии. Для обсуждения этой темы в комитете собрались руководители республиканских политических партий и общественных организаций. О том, как прошла встреча, расскажет Сарек Варацхелия. Внешняя политика Абхазии направлена на обеспечение безопасности суверенитета страны, граждан, развитие отношений, связи с субъектами мировой политики и, что самое главное, укрепление мира и стабильности в регионе. Я убежден в том, что эта встреча даст положительный результат касательно внешних политических наших взаимодействий со всеми странами, в особенности тут речь идет о вражеской Грузии. Представители АРУА обратились к председателю Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного собрания Астамуру Логуа. В обращении было предложено для обсуждения несколько вопросов. Один из них – о принятии внешнеполитической доктрины страны. Мы на уровне парламента между собой, общаясь с коллегами, в принципе, сегодня хотели как раз-таки большую часть, скажем так, нашей с вами встречи посвятить понятию, нужна ли нам внешнеполитическая доктрина, согласны ли политические партии с этим, что должно быть указано. Много времени прошло после признания независимости Абхазии. Есть ли какие-то изменения? Потому как есть у нас какие-то черновики, нашли мы их в кулуарах парламента, скажем так, на полочках парламентских шкафчиков, которые готовились уже не один, не два, а 5-6 лет назад. Такого рода, внешнеполитические доктрины. Они тогда не были приняты. Я согласен с тем, что нам давно необходимо принять внешнеполитическую доктрину. Это необходимо. И я думаю, я уверен, что в работе над этой доктриной должны принять участие представителей всех политических партий и организаций, и в первую очередь ветеранских организаций. Это очень важный документ, который нам сегодня нужен. На встрече также обсуждались вопросы актуальности женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Ключевым вопросом которых по-прежнему остается подписание с Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией. Участие в женевских дискуссиях предоставляет нашей стране прямой канал связи с международными организациями ООН, ОБСЕ, а также с представителями целого ряда европейских стран, отмечалось на встрече. Между тем, представители АРУА считают необходимым включить в состав абхазской делегации в Женеве не менее 2 депутатов парламента. На женевских дискуссиях мы ставим вопрос о необходимости подписания данного соглашения с Грузией, соответственно, и Южная Осетия с Грузией. А грузинская же сторона декларирует идею о необходимости подписания этого соглашения с Российской Федерацией. Поэтому ведутся все эти годы дискуссии по этому вопросу, и в том числе круг вопросов, который обсуждается в Женеве, он достаточно широкий. Стоит ли обращаться от имени парламента республики в Госдуму Российской Федерации с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии? Еще одна тема, которую обсудили на встрече. Это, конечно, маловероятно, что Россия может такое принять. Но учитывая те взаимоотношения, которые сегодня есть между Грузией и Россией, и учитывая, что Грузия признала геноцид кавказских народов во время в 19 веке, в результате кавказских, может быть, и можно здесь, если очень грамотно, все хорошо это проработать, может быть, и можно здесь чего-нибудь добиться, хотя сложно. Если мы на уровне нашего государства, парламента, признаем геноцид со стороны Грузии, это будет большой посыл в мир, который будет говорить о том, что абхазы и грузины в одном государстве жить не могут. Не может народ, который подвергся геноциду, жить с народом, который этот геноцид проводил. На встрече также обсуждался вопрос готовности принятия соглашения с Россией зеркального предоставления нашим гражданам гражданства в упрощенной форме. Российская сторона предложила разделить на 2 соглашения эти вопросы. И на ваш вопрос хотелось бы отметить, что на тех консультациях мы однозначно дали понять, что зеркальности в этом вопросе быть не может. И обосновали свою позицию. То есть, если будет упрощенное получение гражданства для жителей Абхазии, то это будет иметь односторонний порядок, да.
То есть зеркальности в упрощенке не будет, да, одним словом. Единственный вопрос, по которому разошлись мнения участников встречи, это вопрос, касающийся возможности торгово-экономических связей с Грузией. В итоге все согласились с тем, что этот вопрос может стать предметом отдельной встречи. Также прозвучало мнение, что такого рода встречи должны носить систематический характер. Сария Гварацхеля, Степан Мартиросян, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В понедельник состоится очередное заседание сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия. На повестке дня более 10 вопросов. Депутаты рассмотрят годовой отчет Национального банка республики, обсудят внесение изменений в закон о республиканском бюджете на 2020 год, а рассмотрят еще и ряд других вопросов. 23 июля в Абхазии отметили День государственного флага. Во всех городах и районах прошли торжественные мероприятия. Кульминацией праздника стали красочные мероприятия на Сухумской набережной, собравшие множество людей разного возраста. Смотрите репортаж Ноны Кокоскер. Празднично одетые жители и гости столицы начали стекаться к любимой набережной задолго до начала программы празднования Дня флага. И им было чем занять себя. Празднично украшенная историческими флагами набережная радовала глаз. К тому же можно было посмотреть репетицию народного инструментального ансамбля. Поздравляю всех с Днем флага, мирного неба, всего самого хорошего для народа и для всей Абхазии. Вы впервые участвуете? Нет, мы и в прошлом году, и в позапрошлом году участвовали, играли. День абхазского флага – очень значимый праздник для всех жителей нашей страны. Но с особым трепетом его ждет старшее поколение. Те, кто помнит этот день в 1992 году, 28 лет назад. День флага – это самый счастливый день, который нас радует, из-за которого весь народ должен чтить больше всего память погибших, которые дали свою жизнь для того, чтобы Абхазия цвела и расцветала. Жаль, что сегодня нет тех людей, которые ожидали такой день. Но они с небес все равно наблюдают за нами. Пусть земля им будет пухом, а остальным пусть будет свобода, счастье и расцветание нашей республики. В стенах драматического театра для любителей классической музыки выступили артисты Государственной хоровой капеллы Абхазии. В этот праздничный день на набережной Махаджиров можно было встретить представителей руководства страны. Спикер парламента Валерий Кварчи – один из тех, кто имеет прямое отношение к принятию главной символики страны, и для него это больше, чем праздник. Ну а в 5 часов вечера стартовала официальная программа. Она началась с площади имени Сергея Багапщ. Факельное шествие возглавило сообщество «Мото Абхазия». Сейчас прямо в эти минуты позади меня идет факельное шествие. Участники факельного шествия несут в своих руках полотнище абхазского флага. Сегодня набережную Махаджиров наполнили празднично одетые люди. Но, конечно же, главный герой дня – это государственный флаг Абхазии, день которого мы отмечаем. Красочный праздник для сухумчан и гостей столицы организовали Комитет по делам молодежи и спорта и Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. День государственного флага Республики Абхазия – это не только праздник одного из символов нашей государственности, это день объединения вокруг идеи того, что у нас есть госсимволика, у нас есть братья за рубежом. Из года в год проходят мероприятия в нашей зарубежной диаспоре, в
Турции, Иордании, Сирии, у наших братьев Абазин в Карачаево-Черкесии, в Абазашта. Сегодня здесь, на этой площади, Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, безусловно, не мог остаться в стороне, поэтому мы здесь. Здесь флаги, молодежь, очень много людей стоит рядом с нами. Мы поздравляем весь народ Абхазии с этим днем. Из поколения в поколение абхазы шли к тому, чтобы вот такой день был частью нашей истории. Участники факельного шествия достигли площади у драматического театра, где состоялся праздничный концерт. Исполнение оркестра народных инструментов имени Утара Хунцария и зажигательные танцы коллектива собрали много зрителей вокруг себя. Принял участие в этом поистине народном празднике и президент Абхазии Аслан Джания. Он побывал на площади перед драматическим театром, прошелся по набережной, пообщался с горожанами. Этот праздник символизирует во многом ту борьбу, которую вел народ Абхазии за свою независимость, за свою государственность. Это большой праздник, он пропитан огромным количеством символов, большим количеством событий. Поэтому один из ключевых государственных праздников. Я поздравляю всех жителей Абхазии, желаю каждой семье благополучия, благосостояния, а нашей родине развития во всех ее аспектах. После завершения официальной программы площадью завладели молодые люди и дети, которые своим мастерством ничуть не уступают профессиональным танцорам. Нона Кукускир, Степан Мартиросян, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Вице-премьер-министр экономики Республики Абхазия Кристина Узган повторно проинспектировала ход работ по восстановлению автодороги улицы Гумская, село Каман. Объект восстанавливается в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Контракт с подрядной организацией был заключен в 2017 году. Общая сметная стоимость объекта составляет чуть более 110 миллионов рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 80%. По словам Кристины Узган, из-за нарушения сроков реализации мероприятий на объекте подрядчик был заменен, и месяц назад работы возобновились. Мы сейчас находимся на участке серпантина небольшой протяженностью, который в течение 2-3 дней будет, соответственно, работы на нем завершены. Остается небольшой участок автодороги, уже непосредственно в близости к городу Сухум, порядка 2 километров, который необходимо будет завершить в течение 3 недель. И это обусловлено исключительно тем, что на данный момент на участке, который мы будем проезжать чуть дальше, проводятся работы по замене водопроводной сети. Данное мероприятие также предусмотрено инвестиционной программой. Подрядчик уже приступил к реализации мероприятий. Срок завершения 2 недели. Соответственно, после того, как подрядчик уйдет с объекта, остаток асфальтобетонного покрытия, который необходимо осуществить, будет произведен в течение недели после завершения всех работ. Определены даты проведения отборочных экзаменов для абхазских абитуриентов, поступающих в вузы России. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Россотрудничества в Абхазии. Тестирование по русскому языку, химии и обществознанию проведет финансовый университет при правительстве России. Русский язык 1 августа, химия и обществознание 2 августа. Тестирование по математике проведет Московский физико-технический институт 9 августа. В этом году на обучение абхазских студентов в российских вузах выделено 50 квот по различным специальностям. В ближайшее время будут опубликованы инструкции и разъяснения, а также будет проведен онлайн-семинар, в рамках которого можно будет задать вопросы представителям вузов, проводящих экзамены. Ну а сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и в воскресенье до полудня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 24-29 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.